Свои фантазии воплотил в жизнь режиссер-постановщик Алхас Шамба. Распределить роли для каждого участника спектакля режиссеру было нелегко, так как с молодым составом он работал впервые, и изучить характер каждого практически не было времени. У нас в театрах, на мой взгляд, мало детского репертуара, поэтому мы решили как-то чуть восполнить этот пробел. Это один момент. Второй момент, вообще, я считаю, что чтобы привлечь в театр зрителя, надо начинать именно с детей и расти вместе с ними в спектаклях. Играть на сцене перед большим количеством зрителей всегда тяжело. Главная задача актера – донести до публики смысл и задумку спектакля. На премьеру были приглашены учащиеся Сухумского лицея-интерната. На протяжении всего спектакля звонко звучал детский смех, подбадривающий актеров. Широкая улыбка не спадала с лица зрителей и самих актеров. Я изначально уже готовилась к этой роли, как мне дали эту роль, но просто немного трудно перевоплотиться, так как я человек, нужно перевоплотиться в животное, но в то же время не оставлять себя, не забывать про себя, что ты человек. Но для меня сейчас самое главное – это взаимодействие со зрителями, как они меня примут, чтобы они, для детей я должна быть котом, и я хочу, чтобы детям было весело. Яркий фон, подвижные декорации, бесконечная игра светом, но главная неожиданность – персонажи. Спектакль рассчитан на детскую аудиторию. Художник Диана Допо создала необычные костюмы, чтобы привлечь внимание детей. К одному из самых заметных событий сезона режиссеры и актеры готовились около 2 месяцев. У меня роль, которую я играю в спектакле, я сперва думал, что она будет легкой. Но нет, мы здесь играем втроем, получается, одну роль, потому что мы играем слуг царя, и нам нужно быть как бы одинаковыми и исполнять одну роль, и препятствия, события и цель у нас одна. И в этом вот заключается вся как бы трудность. Премьера увенчалась успехом. По окончании спектакля, перекрывая громкие аплодисменты и возгласы восторга, режиссер вместе с актерами поблагодарил публику за теплую атмосферу в театре. Тамара Ачпа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.